Здравствуйте. В последнее время мы часто говорим об инклюзии. В рамках этого о детях с особыми образовательными потребностями в обучении. Так что же такое инклюзия? Какие бывают ограничения в возможности здоровья? Как вовлечь детей с образовательными потребностями в обучение с использованием дистанционных технологий? И как таких детей научить чувствовать себя единой частичкой общества? Об этом нам расскажет научный сотрудник лаборатории теории и практики образования и воспитания Абакирова Айгуль Рыскуловна, основной темой исследования которой является теория и практика инклюзивного образования в Кыргызской республике. Айгуль Рыскуловна, вам слово. Приоритетным направлением в обучении детей с ограниченной возможностью здоровья является внедрение инклюзивного образования. Инклюзивное образование – это обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и учетом, конечно, индивидуальных возможностей. Что такое инклюзия? Любая особенность у ребенка – это инклюзия. Инклюзия, значит, это вовлечение ребенка с особыми образовательными потребностями в жизнь школы. Какие бывают ограничения? Это бывают физические, психические, сенсорные нарушения, из-за которых ребенок не в состоянии вести обычный образ жизни. Мы можем говорить о постоянных дефектах и о временных. Постоянные дефекты – это которые в течение жизни ребенок остается с этим диагнозом, а временных дефектах это может быть говорить о том, что временное, значит, выбывание из учебного процесса. Сегодня немножко расскажу существует несколько форм обучения в инклюзивном образовании. Это интегрированное образование. Дети, которые получают адаптированную, программу в специальных школах. Второе – дифференцированное обучение, когда дети получают образование в специальных школах и в классах общеобразовательной школы. Это дети, которые имеют нарушение речи, нарушение слуха, нарушение зрения, опорно-двигательного аппарата, расстройство аутического спектра. Это дети с синдромом Дауна, дети, гиперактивные дети, ЗПР и с нарушением интеллекта. И третья форма обучения – это инклюзивное образование, домашнее обучение. Значит, говоря о домашнем обучении, можно говорить о том, что ребенок, который находится на длительном, болеющие дети именно находятся дома, педагог в это время посещает ребенка, проводит занятия, конечно, непосредственно по месту жительства. Здесь необходимо также отметить, что количество часов в учебном плане немного меньше. Это говорит о том, что ребенок недостаточно получает образовательные услуги. Конечно, надо отметить, что эффективным средством организации образования именно с ограниченной возможностью детей и детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные учреждения, нуждаются в обучении на дому, и это является развитием дистанционной формы обучения. Необходимым условием организации дистанционного обучения является активное включение родителей в деятельность учащихся. Это первое – обучение родителей. Второе – со стороны родителей необходима заинтересованность к урокам в дистанционном режиме. И, конечно, при дистанционном технологии в инклюзивном образовании, конечно, требует определенного ресурсного обеспечения. Первое – это материально-технические ресурсы. Второе – кадровые ресурсы. Третье – информационно-образовательные ресурсы. И четвертое – организационные, ресурсы. При дистанционном образовании необходимо, конечно, отметить положительные и отрицательные стороны. Говоря о плюсах дистанционного образования, можно говорить о том, что если ребенок, например, с ограниченной возможностью и дети с инвалидностью, например, они могут не бояться, то есть возвращаться обратно, повторять, например, сложные вопросы, повторять накопленные, например, какие-то вопросы. И, конечно, второе, программа этих детей, например, обучение, которое проходит на дистанционном обучении или на дому, ничем не отличается от программы общеобразовательной школы. И третье, конечно, педагог работает с каждым ребенком. Говоря о минусах дистанционного образования, надо отметить, что мы должны, во-первых, научить педагогов работать именно с ИКТ, конечно, чтобы они были подготовлены к этим условиям. И, конечно, отметить те варианты, чтобы учителя, педагоги знали нарушения ОВЗ и, конечно, при этом использовать правильно различные технологии. Конечно, при дистанционном образовании, например, или домашнем обучении необходимо, конечно, отметить тот момент, конечно, трудно контролировать за успеваемости
учеников. И именно в развитии в настоящее время ИКТ появляется у нас возможность вывести особенного обучающегося из, как говорится, из вынужденного заточения, изоляции посредством дистанционного образования. Вообще дистанционное обучение – это альтернатива для получения комплексного и качественного обучения. Обучение, значит, именно с ограниченной возможностью детей. И, конечно, о главном я хочу сказать, что на сегодняшний день это самый такой большой, значит, разрушаем такой большой барьер, именно психологический барьер. Ребенок при помощи, значит, дистанционного обучения может общаться с учителями, со сверстниками. И, конечно, все это через какие-то форумы, социальные сети, видеоконференции и чаты. И это, конечно, дистанционное обучение. Хочу еще плюсы рассказать о том, что это единственная возможность, например, каждого ребенка реализовать себя, возможность быть успешным в жизни именно наравне со здоровыми сверстниками. Конечно, каждый ребенок имеет право на образование. И в заключение хочу отметить о том, что мы, конечно, говорим, верим о том, что именно вот это инклюзивное образование, наверное, вот именно этот путь позволит, конечно, каждому ребенку, значит, найти, значит, необходимое образование. И в качестве, конечно, подготовительной формы, которая станет именно мостиком к полноценной инклюзии, станет, конечно, может стать дистанционное образование. В Кыргызстане в этом году, конечно, вообще не разработаны стандарты по дистанционному образованию, школьному образованию. Именно для дистанционного образования необходимо, конечно, подготовить национальную инфраструктуру, конечно, единую цифровую платформу, которая будет именно позволять получать именно те знания, то есть обратную связь, контролировать и анализировать учебный процесс.